Уважаемые участники, мы выслушали позиции сторон, пояснения государственных органов, которые были привлечены в качестве иных лиц по данному процессу. И можем считать, что на этом исследование материалов по ходатайству завершено. И право заключительной речи тогда предоставляется заявителю Султаналиеву Марат Бакаевичу. Пожалуйста, к трибуне. Уважаемые судьи Конституционной палаты Верховного суда Кыргызской Республики. Прежде чем непосредственно приступить к своей заключительной речи, я бы хотел еще раз коснуться вопроса Чинара Аскарбековны, где вопрос стоял о трудовых правоотношениях. Действительно, если бы в этом законе не было бы статьи 16, которая определяет особый порядок к допуску, где перечисляется определенная конкретная категория лиц, которые проходят в упрощенном порядке. Действительно, может быть, предмет спора бы и не возник в Конституционной палате. Но поскольку эта специальная норма там есть, правоприменители, суды, они не могут ссылаться на трудовые правоотношения и так далее и сделать допуск. Вот как бы один из ответов. Ну и переходя непосредственно к своей заключительной части, я опять-таки не скажу, что я не буду повторяться всего того сказанного. Хочу остановиться на тех моментах с учетом выступлений сторон и иных лиц. К сожалению, на сегодняшний момент, сегодня я как бы оказался один в поле воин, да? Но мне хотелось бы еще раз коснуться понятия национальной безопасности. Я не случайно задавал всем выступающим о том, что такое понятие национальной безопасности. И только последний человек, один из выступающих, представитель ГКНБ, дал определение как состояние защищенности важных интересов личности, общества, государства. Но когда я спросил, в чем суть данного понятия, то, как очень метко Эмиль Джолдошевич в одном своем докладе дал такое понятие, не знаю, вы сами ввели сбитость ориентиров. Я так понял, что совсем сбитый ориентир. Люди не понимают суть этого понятия. Почему? Защита особо важных интересов в личности общества, государства. Потому что они не знают предысторию этого понятия. В частности, в период холодной войны безопасность, национальная безопасность рассматривалась в целом и законодательном, и в научном мире как защита территориальной целостности и суверенитета страны. Но по мере демократизации, глобализации, интеграции, когда начались крупные террористические акты и так далее, государства все стали понимать, что приоритет он должен переместиться. И сама вертикаль переместилась от безопасности государства, общества, человек к той вертикали, которая сейчас существует законодательно. Сейчас вертикаль обеспечения безопасности человек, общество, государство. Вот этот момент я хотел бы в своей заключительной части обязательно затронуть. О том, что о приоритетности этого направления также говорят тот момент деятельности самих судей Конституционной палаты. На официальном сайте размещены все работы, доклады, с которыми вы выступаете, и во многих из них я вижу, что проблемы прав человека, проблемы прав и свобод человека, они в принципе проходят красной нитью. И подтверждением тому выступление 16 мая 2017 года в Санкт-Петербурге Эркинбеком Таубакеловичем и буквально 30 октября 2017 года опять по проблемам прав и свобод человека. Поэтому я считаю, что эта проблема есть сейчас, она существует. И в том законодательном закреплении, какое мы имеем сейчас, я считаю, что статья 15, часть 4, статьи 17 Закона о защите государственных секретов в части, касающейся допуска адвокатов,
я это уточняю, потому что один из выступающих совсем не понял, я думаю, ходатайство. Только в части, касающейся адвокатов, мы считаем, что это противоречит тем основным нормам Конституции, которые определяют, что не должно быть ограничено право на судебную защиту. Ну и один момент я еще хотел сказать, что мы уже говорили о том, что в законе Российской Федерации внесены изменения на основании решения Конституционного суда Российской Федерации еще в 1996 году. Я думаю, что вот этот момент говорит о том, что и международный опыт подсказывает нам, чтобы мы не просто так вот, по сегодняшним выступлениям было видно, незаинтересованность абсолютная государственных структур. Многие, если не понимают даже сути изменения, переосмысления понятия национальной безопасности. Поэтому мы считаем, что вот эти нормы в части, касающиеся допуска адвоката, необходимо признать неконституционными. Все у меня. Спасибо. Присаживайтесь. Слово для заключительной речи предоставляется представителю Джавуркин Шарсбекову. Пожалуйста. Так, просим ходатайство Султана Алиева о признании статьи 15, части 4, статьи 17 Закона Кыргызской Республики о государственных секретов, о защите государственных секретов неконституционным и противоречащим нормам Конституции Кыргызской Республики оставить без удовлетворения. Присаживайтесь. Следующее слово для заключительной речи предоставляется Молдошеву Арназ Замеровичу. Пожалуйста. Уважаемый суд, мы придерживаемся своей позиции, просим вас ходатайство отклонить, не поддерживать, в связи с чем все доводы были услышаны всех сторон. Немножко последнее выступление ИСА немножко как-то задело, честно говоря, явно им была высказана некомпетентность органов госвласти, непонимание его всех процессов, происходящих в стране. Ну, я бы, знаете, немножко иначе сказал бы. Безопасность государства, национальная безопасность, совокупность этих факторов, которые в том числе и социальная защищенность, и религиозная защищенность, и различные другие в себя включает. И, скажем так, ради своего удобства, я бы ответил так, ради своего удобства ставить общие понятия, которые существующие, ставить в прерогативу, наверное, не совсем по-государственному, что ли, это будет. Несомненно, есть какая-то доля, возможность для дискуссии, что ли, дальнейшей, особенность применения в отношении адвокатов, так как они, специфика их работы связана с ограничением свободы их подзащитных. Несомненно, возможно, законодатели в дальнейшем при соответствующем инициировании законодательных изменений будут рассмотрены эти вопросы. Но на сегодняшний день, наверное, существующие нормы позволяют адвокатам полноценно исполнять обязанности по защите своих подчиненных. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Спасибо. Присаживайтесь. Уважаемые участники заседания, на этом разбирательство дела о проверке конституционности статьи 15 пункта 4 статьи 17 Закона о защите государственных секретов считается оконченным. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения.